То, что касается ситуации, связанных с деятельностью управляющих компаний, и это не только Сыктывкара касается, да? Это на самом деле по всей республике такая ситуация. Она уже привела к тому, что у меня складывается впечатление, что это просто какой-то неконтролируемый процесс. Мы договаривались еще в январе месяце, когда пошли первые, да, вот такие, соответственно, сигналы, пошло возмущение граждан о том, что соответствующие контрольно-надзорные органы будут осуществлять проверки, соответствующие по деятельности управляющих компаний. И в случае, если там необоснованные решения были, которые привели к тому, что люди стали платить больше, вплоть до мер там уголовного реагирования. Ну вот, май месяц. Не то, что там что-то разобрались и поправили, а привело к тому, что еще хуже ситуация стала. Я тогда не понимаю, а каким образом у нас все надзорные органы работают. Если попробуйте сказать, что с управляющими компаниями все нормально, да ненормально. Но уже дошло до того, что общественные организации пенсионеров дают мне раскладки в письменном виде, нанимают за свой счет сторонних экспертов, которые подтверждают, что все это ерунда и необоснованные вещи. Так чего мы-то тогда, чиновники, которые за это отвечают, напрямую сидим ушами хлопаем? Через 2 недели новые счета будут. Мы что, ждем, когда у нас тут уже демонстрации будут, что ли, ходить? Вот давайте мы тогда сейчас попробуем разобраться, послушаем, что, собственно, делается, да? И наметим какие-то тогда уже там методы и действия, которые реально людям покажут, что мы не просто сидим, сопровождаем процесс, а в случае, если это действительно необоснованно, принимаем жесткие меры.